Говоря о татарах, проживающих в Москве и Московской области, мы, конечно, берем во внимание нижегородских татар. Большинство их или нет — вопрос сложный, так как по переписи в Нижегородской области татар живет не так много, намного меньше, чем в Ульяновске, Мордовии, Пензе, но они, нижегородские татары, достаточно активные, и мы очень благодарны родителям нижегородских татар молодежи, которая у нас здесь в штабе поднимает наш уровень штаба. Они инициативные, они музыкальные, они отличаются, они очень религиозные на общем фоне. Вот, мы проводим много ифтаров, конечно, с помощью нижегородских татар. У нас есть две группы. Одна студенческая, вторая более возрастная, нижегородских татар отдельно. Мы их периодически собираем, мы сыграли большую роль для консолидации нижегородских татар. Мы их периодически собирали. Но при этом не хватает организованности нижегородским татарам. Есть какие-то выскочки людей, которые пытаются какие-то группы создать, какие-то общества. Надо на этот вопрос смотреть более основательно. Вот если разобраться, у нас мусульманские деятели в Москве в основном нижегородцы. И это было исторически так всегда в Москве. У нас много предпринимателей нижегородцев. И когда, я помню, 25 лет назад был клуб нижегородских предпринимателей, теперь его нет. 25 лет назад были несколько общин, по 3 деревни, по 4 деревни, какие-то такие были встречи. Еще 10 лет назад приезжал сюда глава администрации нижегородских районов двух. И сюда приезжали политические деятели, которые собирали и татар, и молодежи. А что же сейчас, на сегодняшний день? Кто из депутатов, кто из общественных деятелей собирает нижегородских татар молодежь? Практически, кроме нас, никто не собирает. Но мы эту работу в будущем хотим продолжить, потому что мы видим, что она очень нужна для молодежи. Вот собираем мы нижегородских татар молодежь. Они начинают знакомиться. И оказывается, что на этом вечере очень много родственников, которые живут всю жизнь в Москве, а которые встретились первый раз у нас на площадке штаба татар. Очень много нижегородских татар молодежи спортсменов. Мы выписываем газету, мы здесь проводим встречи со спортсменами нижегородскими, мы проводим встречу с Нижегородской автономией. Это замечательные ребята, которые возглавляют ее. Мы бываем на Сабантуе нижегородских татар. Мы проводим много мероприятий вместе. Но учитывая тот потенциал, который заложен в этой молодежи, учитывая вот эту вот разноплановость этой молодежи, этого недостаточно. Недостаточно. Поэтому давайте все вместе задумаемся, чтобы нижегородские татары выглядели как одно целое, как монолит, чтобы они знали друг друга, они ставили перед собой цели, задачи, достигали их, чтобы они знали, какие ученые, какие шахесляр, исторические личности нижегородских татар. Они знали связь, какая нижегородских татар с финскими татарами, с турецкими татарами. Сейчас готовится книга, которая в себя включит татар, которые вложили большой вклад в общественную жизнь по сохранению татарского языка и культуры в Москве. Вот там у нас 20 фамилий. И татарскую общественную жизнь в послевоенные годы, это 46-48 год, также организовали нижегородские татары.
Поэтому, исходя из этого, нужно сейчас больше собираться, создать нижегородских татар автономию. Она, конечно, есть, но про нее никто не знает, нет никакой деятельности. Нужно, чтобы нижегородская автономия работала, землячество работало. Были нижегородские татар-дни в Москве. Может быть, побольше написать историю нижегородских татар в Москве. Написать ее правильно, написать ее так, как надо написать. Она должна быть небольшая, но она должна быть у всех нижегородских татар и молодежи. Она должна для поднятия национального духа, настроения и знали, что было раньше, что сейчас. И нужна программа по сохранению татарского языка, культуры в этом огромном мегаполисе. Мы со своей стороны готовы оказать содействие, сотрудничество. Основные активисты нашей штаба татар Москвы – нижегородские татары. Основные мероприятия проводят тоже нижегородские татары. Также нужно поднять списки, открыть эту страницу, которую никто не открывает. Ведь именно нижегородских татар очень много в Москве было репрессировано, было расстреляно, были сосланы в Сибирь. Вот поднять нужно эти имена, потому что основное духовенство, татарское духовенство в Москве, оно всегда было нижегородское. Сколько ученых, сколько военачальников нижегородских татар. Взять Вагапова, Бегичева, исторических очень много фамилий. Поэтому нижегородская молодежь должна знать, гордиться, равняться на своих земляков.